Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как на улице Васильченко под колеса иномарки попал велосипедист. Я как на светофор смотрел, не видел, говорит. И последствия наезда на велосипедиста на проспекте Камалеева. Покажем водителя, который, посадив 4 пассажиров, не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Я туда пошел, и там срезал. Они говорят, иди нас узнал. Одна девушка погибла, один мужчина пострадал. Нетрезвый водитель не получил ни царапины. А также нетрезвый мужчина застрелил племянника. И как несостоявшийся клиент дамы легкого поведения заплатил за неоказанные услуги 60 тысяч рублей. Это и не только. Прямо сейчас. 17-летний подросток, который пропал 6 дней назад, найден мертвым в лесопосадке в районе улицы Хлебозаводская в Казани. Напомним, чуть меньше недели о его местонахождении ничего не было известно. Его искали как правоохранительные органы, так и добровольцы поискового отряда. По некоторым данным, раньше он уже уходил из дома, и была надежда найти его живым и здоровым. Но чуда не случилось. К моменту обнаружения подросток был мертв уже около 5 дней. В данный момент следователи и эксперты выясняют причины смерти и все обстоятельства, связанные с его пропажей. 2 велосипедиста попали под колеса автомобиля минувшим вечером в Казани. Первый был сбит автомобилем БМВ на перекрестке улиц Восстания и Васильченко. Велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу верхом на своем железном коне. Именно это, по мнению автомобилиста, и стало основной причиной наезда. Водитель иномарки только начал движение после того, как пропустил пешеходов, когда ему на капот рухнул велосипедист. Я как на светофор, смотрел, не видел, говорит. Там 2 или 3 секунды оставалось. Водитель БМВ поворачивал с улицы Восстания направо, на Васильченко. Здесь практически на самом перекрестке пешеходный переход. Горел зеленый, и мужчина остановился, как того требуют правила, чтобы пропустить людей. Велосипедиста также не видел. Я на пешеходке остановился, пешеходов пропустить, а это как его... Поток пешеходов шел, я только вот тормоз отпустил, даже на газ не успел нажать, он врезался. Откуда появился велосипедист, водитель автомобиля понял чуть позже, когда вышел из машины. Молодой человек на байке ехал по тротуару со стороны Горьковского шоссе и перед пересечением проезжей части слезать со своего железного коня не захотел. Видимо, рассчитывал проехать дорогу как можно быстрее и даже, по словам водителя, не тормозил, поэтому и появился перед капотом внезапно. Ехал? Да, уехал. Летел, я бы сказал. Удар был не сильный, велосипедист упал на капот иномарки, на автомобиле остались следы, после чего рухнул на асфальт. Врачей вызвали сразу же, все-таки упал мужчина с высоты своего велосипеда. У него ушибы там много. Ну, на всякий случай все равно вызвали, поэтому от греха подальше. Пострадавшего с различными травмами врачи скорой помощи решили госпитализировать. Водитель остался на месте для оформления всех документов. К велосипедисту претензий не имеет. Хоть автомобиль и поврежден, но в происшествии мужчина видит и свою вину. Автоинспекторы с ним согласны. Автомобилисты обязаны пропускать пешеходов, идущих по переходу, а велосипедисты спешиваться перед пересечением дороги по зебре. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, «Вызов 112». Спустя 4 часа под колеса Kia Rio на проспекте Альберта Камалеева попал еще один велосипедист. Водитель иномарки поворачивал направо с улицы Сахарова. Ему, как установили автоинспекторы, горел зеленый свет. Пешеходам переходить дорогу в это время запрещено. Велосипедист двигался в сторону Сахарова по тротуару и, по предварительным данным, не спешился. Выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Водитель остановиться не смог. Удар был очень сильный. Мужчина на велосипеде рухнул на капот, пробил лобовое стекло, после чего упал на асфальт. Байк отбросило от места наезда на пару десятков метров. Он разлетелся на несколько частей, отлетело даже сиденье. Врачи скорой помощи в тяжелом состоянии доставили пострадавшего в республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. При падении мужчина, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент он находится в реанимации без сознания. Личность пострадавшего установить пока не удалось.
Девушка погибла сегодня рано утром в результате аварии в Нижнекамском районе. Там «Лада X-Ray» под управлением предположительно нетрезвого водителя, который вез незнакомых ему людей в магазин, несколько раз опрокинулась на ровной пустой дороге. В салоне в момент аварии было 5 человек. Пока автомобиль совершал кульбиты, одна из пассажирок вылетела из разбитого окна. Машина упала на нее сверху. Шансов выжить у нее не было. Нет, я говорю, ничего. 38-летний водитель «Лады» объяснить ничего не может. Как получилось, что его машина на ровной дороге перешла из прямолинейного поступательного движения во вращательное, не помнит. Не знает и тех, кто сидел в салоне его автомобиля. Единственное, что он смог рассказать, посадил пассажиров у одного магазина, и все вместе поехали в другой. Там они закупились спиртным и поехали обратно. Но доехать до точки назначения не получилось. Я туда пошел, и там себе, они говорят, вези нас в магазин. Я их повез туда, что-то им там не понравилось, они говорят, да, назад, и все. А у них дача там, что ли, находится? Я не знаю, откуда они вообще не знаю. Добрая душа. Водитель в результате происшествия не получил ни царапинки. Одна девушка погибла на месте ДТП. Вероятно, она не была пристегнута ремнем безопасности. Во время кульбитов ее выбросило из салона. Автомобиль упал на девушку сверху. Тело пришлось вытаскивать из-под машины. Шансов выжить тут не было никаких. Личность погибшей установить пока не удалось. Никаких документов при себе у нее не было. Машина была полная, то есть 5 человек в машине. Водитель, как мы видим, скорее всего, в нетрезвом виде визуально. Насколько я знаю, от происхождения экспертизы отказался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются и выясняются. Троих пассажиров, прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи, доставили в больницу. 33-летнего молодого человека госпитализировали сразу. У него перелом ребер и позвоночника. Еще один 32-летний мужчина отделался ушибом плеча. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. У 28-летней девушки, еще одной пассажирки «Лады», врачи не обнаружили никаких травм. Алия Хайрудинова, Вера Муратова и Булат Абдульманов. Вызов 112. 54-летний житель села Новая Суркина Альметьевского района застрелил 42-летнего племянника после пьяной ссоры. Закопал тело и продолжил распивать алкоголь. О том, что сделал, сам признался родственникам. Следствие установило, что во время застолья мужчины поссорились, после чего подозреваемый достал из тайника незарегистрированное ружье 16-го калибра и выстрелил в родственника. Тело закопал рядом с домом в канаве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания задержанному меры пресечения. 60 тысяч рублей лишился 32-летний челнинец, решивший после работы на стройке скрасить вечер в компании общедоступной девушки. Приглянувшуюся жрицу платной любви нашел на одном из сайтов в интернете, созвонился. За час такого досуга ему предложили заплатить 3000 рублей. Он согласился и отправился на свидание. Правда, знал только дом, номер квартиры ему обещали назвать по приезду. Но по пути мужчина передумал, поехал домой и лег спать один. Но утром его разбудил звонок. Голос с южным акцентом требовал заплатить 5000 рублей за ложный вызов. Мужчина согласился, хоть услугам девушкам и не пользовался. Но организаторы интимного сервиса вскоре позвонили вновь, сказав, что деньги не дошли и потребовали уже 10 тысяч. Вскоре история повторилась. И так несколько раз, пока сумма не возросла до 60 тысяч рублей. Когда звонившие продолжили утверждать, что на счет ничего не поступало, мужчина обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что звонили с телефонов, зарегистрированных в Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело. Сайт, которым воспользовался потерпевший, в настоящее время заблокирован. Полицейские разыскивают подозреваемых. За один только этот эпизод им грозит до 5 лет лишения свободы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.